Виталий Бондарев. Он председатель Союза владельцев автозаправок и павильонов. Извините, не перестроилась после новостей, еще так волнуюсь немного. Максим Быконя, безусловно, заместитель руководителя департамента градостроительства. Мы вас видим в новостях, уже не раз видели, уже с вами знакомы. Почему эти люди сегодня у нас в студии? Честно говоря, вот с пятницы, на наш новостейный взгляд, в городе возникла некая такая очень конфликтная ситуация. Власти заявляют, что в городе буквально снесут, демонтируют 1200 временных сооружений. Что это? Это стоянки, это наши с вами ларьки в дворах и так далее. Значит, мне кажется, что Виталий сегодня, собственно, за этим и пришел, чтобы возмутиться, потому что, почему мы вас здесь собрали? Потому что, собственно, вы звонили нам, просились в студию, представитель власти пришел, чтобы вам ответить. Мы вот так любезно посадили вас на один диванчик и ждем, что вы будете друг другу оппонировать. Вот, собственно, позиция властей нам в целом понятна. В целом. Они говорят, что ларьки должны быть одинаковыми, красивыми, соответствовать там архитектуре города и так далее. Что не нравится вам? Ну, во-первых, что они должны быть одинаковые, соответствовать какому-то внешнему облику одинаковые. Это не прописано нигде, ни в одном постановлении. Мы предлагали администрации, чтобы прописать эти нормы и правила, чтобы внешний вид временных сооружений был достойный для нашего города. Но никаких результатов нету. Это одно. Второе. Вообще, мне интересно, какую цель преследует власть, снося временные сооружения, павильоны, автостоянки, шиномонтажные мастерские. Если снести все эти временные сооружения, куда все жители пойдут работать с этих временных сооружений? По нашим подсчетам, во временных сооружениях работает около 30 тысяч жителей города Красноярска. И завязан этот весь малый бизнес предпринимателей во временных сооружениях с большим числом жителей города Красноярска. Это примерно 250 тысяч жителей города Красноярска. Это оптовые базы какие-то, это службы доставки, экспедиторы. И эта большая система, она выстроилась не вчера, не сегодня. Она выстраивалась на протяжении 20 лет. И если сейчас снести временные сооружения, то разрушится весь этот механизм. И чтобы как-то не разрушить его, поэтому мы пришли сюда отставить свою точку зрения, что временные сооружения надо оставить, надо создать четкие, понятные правила, чтобы временные сооружения могли дальше развиваться. Развиваться по понятным правилам. Вот я хотел бы услышать, какую цель преследует власть, снося временные сооружения. Сразу 3 претензии я вот насчитала здесь. У вас наверняка есть ответ какой-то? Попробую кратко сформулировать то, что хочет видеть город, что хочет департамент градостроительства в своих действиях. Ну, прежде всего, я бы обратил внимание, Виталий, на то, что вы немного преувеличиваете, говоря о том, что департамент хочет снести все временные сооружения. Та политика, которая видится у нас в городе, она выглядит примерно следующим образом. Мы не хотим никаких революций, никаких революционных изменений. Процесс сокращения павильонов у нас обсуждается, он видится как планомерный. То есть перспектива, она достаточно отдаленная. Это может быть и не 5 лет, и даже не 10. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что в данной ситуации мы, собственно говоря, имеем 2 составляющих. Это павильоны и вообще временные сооружения законные и, очевидно, незаконные. То есть это 2 разных категории совершенно. Я хотел бы вот немножко перебить, извините. Есть законные, а есть самовольно размещенные. А те незаконные, которые, они были законными, вот, например, часть павильонов до 2013 года были законными, стали незаконными. Что это значит? Как так это произошло? Администрация не продлила разрешительный документ. Все. Предприниматель приходит, пишет заявление: продлите мне разрешительный документ, то есть, чтобы я мог дальше стоять. Администрация пишет: невозможно этого сделать по тем правилам игры, которые пишет та же самая администрация. То есть они пишут правила игры, они ими регулируют, и все делают только они. Мы предлагаем, то есть, чтобы правила игры были написаны где-то на стороне, в горсовете. А администрация тогда уже по этим правилам игры тоже играла бы на равных с нами. И это было бы честно и справедливо. А то, когда сегодня мы приходим и говорим одно, а получается совсем другое, это нечестно. Скажите, пожалуйста, меня вот действительно очень волнует. То есть вот эти 1200, наверное, объектов, им всем, их владельцам не продлили, да? Вот, как говорит Виталий, вот аренду. Правильно так произошло? Вовсе нет. То есть я допускаю, что в эту категорию, в эти 1200, о которых говорит Виталий, входит какой-то процент, наверное, все-таки незначительный, тех лиц, которым документы не продлили. Но в общем и целом речь-то идет о именно самовольных сооружениях. Именно самовольных.
то, что составляет, ну, наверное, 99%. У меня тут совсем ничего не укладывается. Я ни вас не понимаю. Давайте Смотрите, я давайте попробую. пример. Подождите, вот у меня во дворе стоит ларек, да? Он там работает уже, ну, пусть, я не знаю, 5, может быть, даже 10 лет. Я недавно там живу, да? Не знаю, законный он или незаконный, да? Ну, он там работал, как-то никто его не прикрывал, да, а тут к нему приходят и говорят, извините, мы не продлим вам аренду. Это вот он стал незаконным вот таким образом. Вы говорите о частном случае, и я могу конкретизировать. Мне кажется, их много. Если он Мне кажется, стоит так. во дворе, то 99% это придомовая территория. Это, к сожалению, город к этому не имеет никакого отношения. Это не муниципальная То есть еще земля. вот это вот Мы не регулируем. вмешивается, да, Эти что- отношения мы не Хорошо. регулируем. Я Итак. могу пояснить, да, вот это придомовая территория, но когда власть не продляет какому-то временному объекту размещения, этот временный объект что делает? Он перемещается на придомовую территорию, где полномочия у власти ограничены. Я говорю, не надо делать и сокращать временное сооружение. Это все равно будет продолжаться до бесконечности. Они будут передвигаться по городу, манипулировать. Надо извлекать прибыль. То есть, если власть будет извлекать прибыль из временных сооружений, будет хорошо и предпринимателям, и жителям, и всему городу в целом. Будет пополняться бюджет. У нас сейчас бюджет 20 миллионов недостатка бюджета. Лучше извлекать какую-то пользу из этого, чем ужесточая правила и не продляя размещение временных сооружений, сроки размещения. Что вы скажете, Максим? Я бы немножко ушел в историю проблематики вопроса, совершенно вот коротко. В городе имеется своя как бы логика взаимоотношений с временными сооружениями. Ну, прежде всего, мы считаем, что временное сооружение по своей сути, наверное, все-таки не самая цивилизованная форма, которая возникла в России, ну, в понятный временной промежуток в начале 90-х годов. Это было продиктовано понятными историческими условиями. Ну, прошло с тех пор уже почти 25 лет, то есть мы видим это таким образом, что число временных сооружений все-таки должно сокращаться, обретать более цивилизованную форму, уходить в нежилое, то есть первые этажи. Я понимаю, а временные это какие? Если у него там небольшой такой вот кирпичный маленький фундамент, да, дальше он такой вот, ну, как мы обычно их там в сайдинге видим, или как. Это временный? Ларек. Ну, у него какие признаки вот этого временности, этой внешней, вот мы, горожане, можем их как-то определить или нет? Или это нужно по документам смотреть? Как все это да, определяется? существует большое количество временных сооружений, которые как бы Выглядят как дома капитальные. выглядят практически как капитальное строение, таковыми являются, Как по так сути. получилось, что они у нас С возникли? течением времени, то есть люди вкладывали деньги, люди возводили капитальные конструкции. Время умывало песок. Как Да, там имеет место они быть. возникли? Я вот хотел бы сказать по поводу того, что надо сокращать временное сооружение, якобы тенденция к тому идет. Вот уважаемый наш мэр Эдхам Шукриевич Булатов ездил в Японию и говорил, что там существует временное сооружение, только, конечно, не в таком внешнем облике, как у нас. У нас еще можно развиваться в этом направлении, но они там существуют. И когда год назад началась только гонка избирательная, Эдхам Шукриевич приезжал к нам в общественную организацию и говорил, временным сооружением быть в городе Красноярске надо менять только внешний облик их, и они должны существовать. Есть много районов у нас спальных, где нового строительства не ведется. И попасть в нежилое помещение, то есть предпринимателю сейчас, если он купит там квартиру, и перевести в нежилое невозможно. Ограничения сделали. Куда предпринимателю деваться? Поэтому они должны существовать. И нельзя их сносить ни в коем случае. Это большой социальный бизнес. Цель этого бизнеса даже не наполнение бюджета. По статистике этот бизнес приносит в бюджет 3%. В пенсионный фонд 3%. Но занятость большая в этом бизнесе. И если мы сейчас его разрушим, куда эти люди пойдут? Пойдут в биржу труда вставать? Ну, понятно. Кто им будет платить? Некому. Мы говорили уже об этом, что это рабочие места. Я не хочу оспаривать эти утверждения, это совершенно справедливо, то, что говорит Виталий. Я заострился в начале беседы на том, что администрация не хочет никаких революций. Это очень постепенный процесс. Подождите, 1200, на мой обывательский взгляд, это очень много. Это какой процент, скажите? Я вас, наверное, удивлю, потому Так. что на самом деле самоволок в городе, ну, прошу меня простить за такой жаргон, их гораздо больше. Это оценочные цифры, но их больше 2000, очевидно. Больше 2000. Получается, что больше половины вы собираетесь снести. То есть больше 60, ну, Вообще сколько процентов? количество временных сооружений, оно переваливает за 5000, то есть, ну, вот, пожалуйста, оцените. Можно я поясню? Вот про самоволки мы говорим. Вот что надо сносить. Сейчас снос происходит временных сооружений по 471 постановлению, которое издал город. Это постановление, ну, противоречит там по своим пунктам правилам федеральному закону. Все объекты должны сноситься через суд.
о чем уже было доказано в других регионах и было обжаловано это постановление судом, и его отменили. У нас оно еще пока действует. Но вот мы говорим о том, что надо сносить самовольные временные сооружения, у которых никогда не было документов, но их не сносят. Понимаете, вот есть отдел контроля сноса в администрации, который занимается вот именно самоволками. Но когда дело касается именно сноса самовольных, найти владельца этого самовольного сооружения очень сложно и затратно, и невозможно. А есть те предприниматели, у которых сроки закончились, и их проще снести. И власть, получается, сносит тех, у кого когда-то были документы, но они были просрочены по его вине там, или власти. А вот теми самовольными, кто незаконно вообще, власть не занимается. Мы просили даже, чтобы нас включили в состав этой комиссии, которая занимается сносом этих самовольных сооружений, чтобы исключить, так сказать, коррупционную составляющую. Она, возможно, там есть, возможно, нет. Какой порядок сноса происходит? Мы написали запрос, чтобы нам предоставили список этих самовольных сооружений, чтобы мы могли вместе с администрацией отслеживать. Вот первый там Иванов, павильон расположен там, его будут сносить. Следующий Сидоров. А не так, что список весь составили. Сегодня давай поехали вот этого снесем, завтра этого. Мы предложили, включите нас в эту комиссию, чтобы мы вместе с вами ездили и сносили самовольные. Не тех, у кого документы просрочены. И тогда будет это честно. И когда снесем все самовольные, тогда будет порядок в городе. А когда сейчас говорят, что мы, то есть внешний облик из-за нас плохой город, это говорят про самовольные. Мы все стараемся не нарушать законы, и у нас никто не нарушает. Мы не торгуем водкой, спиртными. У нас стоянки выглядят достойно. Дайте нам только работать, и все. А почему, на ваш взгляд, тогда это все происходит? Происходит? Я считаю, что просто власть, наверное, пытается навести порядок, но не знает как. Вот у меня поступило предложение, пока мы сидели, ждали, как это сделать. А просто давайте вот те, кто сейчас законно размещен, вообще исключим департамент градостроительства в случае продления. Просто предприниматель приходит, продляет в заявительном порядке договор аренды земли. А с теми, кто самовольно, мы вместе с ними будем работать, выявлять их и сносить. Потому что мы сами заинтересованы. Если у меня рядом под боком стоит там самовольный объект, он не платит налоги, не платит аренду, то есть он ничего не платит. И кто-то зарабатывает на этом деньги. А я за все плачу, получается, я его еще задержу за свои же деньги. И это было бы честно и понятно. Максим, вообще такое возможно, в принципе? Ну, я сейчас немножко прокомментирую. Вот с последним утверждением Виталия я практически соглашусь и скажу вам, что в департаменте эта возможность рассматривается, причем достаточно серьезно рассматривается. Еще немножко вернусь назад к 471 постановлению, которое вы упомянули. Ну, можно сказать, что достаточно долго работал департамент над этим. Я не соглашусь в той части, когда Виталий говорит, что снос, он возможен только судебный, это очевидно, но в этом случае конкретно речь идет, скажем так, о защите гражданских прав, если уж так юридическими терминами пользоваться, то есть, ну и в лице муниципалитета в том числе, то есть муниципалитет защищает свои права таким образом. И речь не идет о сносе, речь идет о демонтаже. При демонтаже мы не ломаем конструкцию, мы ее не нарушаем. Мы ее демонтируем, ставим на транспортное средство и перевозим на штрафстоянку. То есть по образу и подобию, как это делается с автомобилями. Может это делать, прошу прощения, муниципалитет или нет? Ну, это было оценено, в общем-то, в том числе и надзорными органами, прокуратурой. Ну и до сих пор наше постановление никто не оспорил. Я это говорю не для того, чтобы все бросились оспаривать. То есть это, очевидно, та часть работы, которую можно вот таким образом перекрыть, поскольку судебный снос, он крайне неэффективен. Крайне неэффективен, и это всегда вызывало нарекания граждан, жителей города. У нас есть прекрасная история, как ларек на Водопьянова, 16, мы снимаем его и показываем прямо историю. Вот мы его показывали, там, я лично снимала 2 года назад, смотрите, люди его сносят. И пристав в камеру мне говорит, что мы его обязательно снесем. Значит, через год мой коллега говорит, его обязательно снесут. И вот потом мы стали уже сами смеяться в новостях, потом стали призывать власти как-то разобраться, потом показывать, что он продолжает работать, а он продолжает и продолжает и продолжает. И нам кажется уже совсем это не смешным. Нам кажется, что это какой-то сюрреализм. Просто вот говорят, что снесут, и вроде как бы и сносят же, и все стараются, работают, а ларек тоже работает. Вот как это происходит? Это вот как раз неэффективность, да, получается? Это неэффективность. Спасибо, я запомню этот адрес, но тем не менее, как бы существуют статистические цифры. Я скажу, я не назову это большим успехом, но вот в рамках 471 постановления 90 временных сооружений незаконных мы все-таки уже ликвидировали таким вот образом.
Вот так вот. И они все на штрафстоянке. Знаете что? Я вот думаю, что очень важный здесь вопрос, а как люди к этому относятся. И мы задали этот вопрос в интернете. Вопрос был простой. Хотите ли вы, чтобы во дворе вашего дома был ларек? Ну, продуктовый пускай. Вот результаты голосования. Да, это удобно, 62%. Нет, это мешает и нарушает эстетику двора, 37%. Независимое голосование. Вот кто как хотел, тот так голосовал. Нам кажется, это вот такой Глаз срез. народа, глаз Божий. Безусловно, да. Совершенно Я верно. Да, призываю... я могу даже сказать, почему так происходит. Почему? Ну, у нас далеко ходить не надо, за примером. На автозаправке можно взглянуть. Когда будет монополия, будет несколько крупных игроков, тогда цены сложно будет регулировать городу там, или администрации, или каким-то структурам. А когда много временных сооружений, и каждый предприниматель занимается и делает свои какие-то накрутки, это доступно будет жителям города. Ну и второе, что эти временные сооружения никуда не... То есть они только могут размещаться в каких-то определенных зонах, там, в парках или еще где-то. Туда супермаркет не придет, там какой-то торговый центр не построит. И только благодаря временным сооружениям будут доступны какие-то социальные условия, блага. Что вы делаете для этого? Вы как-то объединяетесь там у себя? Вот, раз вы говорите, что нужны монополисты. Как-то вы в какие-то, не знаю, там... Ну да, у нас и общественная организация, она объединяет всех предпринимателей временных сооружений, чтобы мы могли оставить все вместе, дружно, законные свои права. По сути, выполняют функции профсоюза. Безусловно, да, честь и или хвала им за это. саморегулируемая организация, да, это называется еще. Ну, что-то вроде, да. Да. Власти готовы ли слышать предпринимателей? И как вы думаете, как будет развиваться ситуация дальше? Будут ли у нас ларьки во дворах? Я думаю, вы совершенно правильно сделали, что посадили нас рядом с Виталием. Да. Оно так и есть Давно по сути пора на было. самом деле. И да никто не будет отрицать, что в принципе мы взаимодействуем. У нас очень много спорных вопросов, мы много спорим, чаще даже не соглашаемся друг с другом, но это совершенно не исключает диалога. Я думаю, Виталий тут подтвердит. Верно. Я думаю, Мы работаем в договоримся. рабочем режиме. У нас существует комиссия. Опять же, по этой комиссии я предвосхищаю вопрос Виталия. У них существуют вопросы, у них существует свое мнение, но это достаточно представительная комиссия. В нее входит 34 человека, в том числе большое количество депутатов, представителей общественной организации. Подчеркнуть хочу, 4 человека общественности. Ну что ж, я должна уже подытожить, и я очень рада, что на такой ноте у нас с вами все закончилось. Вам предлагаю еще за эфиром потом пообщаться.